В Башкортостане в минувшие выходные при пожаре погибло 6 человек, в том числе 4-летний ребенок. Трагедия случилась в Калтасинском районе. В причинах несчастья разбираемся в программе интервью. Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Петр Ильин, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Петр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте начнем с того, что это неутешительная статистика. Только за эти выходные погибли 6 человек. И одно из несчастий случилось в Калтасинском районе, где при пожаре погиб 4-летний ребенок. Да, вы правильно сказали. Трагедия действительно очень такая страшная. Вот в эти выходные произошла. Это вот самый страшный пожар. Это произошел вчера вечером, в воскресенье, в Калтасинском районе. Там в жилом доме, многоквартирном, погибли женщина 43-го года рождения и ребенок 2020 года рождения. Трагедия действительно очень страшная. Полностью в обстоятельствах нам еще предстоит разобраться, но пока какие-то предварительные у нас данные уже имеются. Вот можно подробности, как это случилось, почему случилось? Я знаю, что кто-то спасся, кто-то сейчас, может быть, остался в этом доме. Ну, скажу так, сначала про дом. Да, дом стандартный, может быть, кто-то представляет себе. Это двухподъездный, двухэтажный дом. Он кирпичный, но перекрытие у него деревянное, и подъезды тоже сделаны, в том числе лестницы там деревянные. И вот пожар начался в одной из квартир на первом этаже. На каждом этаже в этом доме по 3 квартиры. И даже первые обнаружили соседи, которые находились над этой квартирой. То есть они почувствовали запах дыма, услышали сработку автоматического пожарного извещателя, автономного пожарного извещателя, спустились к соседям. В этот момент там тоже проживала многодетная семья, там мать в это время смотрела телевизор, разговаривала по телефону, находилась в другой комнате, то есть не в той, где начался пожар. Соответственно, они обнаружили, что гореть начало там примерно в районе телевизора, в другой комнате уже, да, и огонь перекинулся на натяжной потолок. Вот с этой квартиры, где начался пожар, получается, удалось эвакуироваться, там и детей удалось эвакуировать, и женщина тоже вышла. А вот над этой квартирой, которую как раз соседи первые обнаружили, там тоже многодетная семья проживала, родители и 3 детей. Вот родителям удалось вывести 2 детей. А 3-й вот ребенок 2020 года рождения, его спасти не удалось, там его пытались вытащить, но найти не смогли, он, видимо, спрятался. Это бывает такая реакция у детей, когда они пытаются спрятаться от огня, там, либо в шкаф, либо под кровать, либо еще куда-то. Вот его найти не смогли родители, мать попыталась, тоже пошла, но уже было очень много дыма, огня, тоже мать получила острое отравление угарным газом, тоже сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. И ей пришлось даже эвакуироваться через окна 2-го этажа. Тоже и резаные раны от разбития окна тоже получил. И вот потом уже, когда приехали пожарные подразделения, они включились в специальные аппараты, да, средства индивидуальной защиты органов дыхания, зашли в квартиру, нашли ребенка, он еще был жив, но уже находился в коме, передали бригаде скорой помощи, пытались его реанимировать, но, к сожалению, безуспешно, и ребенок скончался уже в карете скорой помощи. Еще помимо этого, вот в соседней квартире, тоже на 1-м этаже, там погибла бабушка, проживала там 43-го года рождения, и она, к сожалению, не смогла эвакуироваться. Вот такая трагедия произошла. Сейчас дом, к сожалению, очень сильные повреждения получил. Сейчас оттуда людям предложили, вчера состоялась там же комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в Калтасинском районе. Людям было предложено разместиться в пунктах временного размещения. ПВР был организован, но вот все жители этого дома, они сейчас проживают у родственников. Но вот госпитализированы, как я уже сказал, это мать детей, да, вот ребенка погибшего, и еще 2 их детей тоже, которые успели эвакуироваться, но у них тоже отравление угарным газом. То есть тоже они находятся в больнице.
То есть мы, как обычно, с вами всегда в интервью говорим о том, что достаточно 2-3 вдохов для того, чтобы человек отравился. Вот как здесь можно было действовать, как здесь нужно было действовать? Как думаете, вот если бы рассчитать, и если бы вот именно по учениям, да, по теории, как это должно быть? Ну, всегда надо понимать, что огонь всегда распространяется наверх. И пламя, и дым, потому что он горячий, все мы знаем, идет наверх. Поэтому вот когда обнаружили запах, сработку извещателя, в первую очередь со второго этажа нужно было сразу эвакуироваться, выйти на улицу, а потом уже предпринимать какие-то действия. То есть, может быть, не все до конца осознают, что вот как мы уже с вами сейчас проговорили, да, что достаточно пару вздохов там, для того, чтобы потерять сознание и получить отравление угарным газом. То есть это пожар, это страшно. Это все в дыму, видимости никакой. И это буквально там даже от горения пару квадратных метров будет очень много дыма. Кто видел это хоть раз, тот понимает, что это такое. Поэтому здесь нужно было в первую очередь сразу эвакуироваться, а потом уже предупреждать, наверное, соседей, там, звонить в пожарную охрану. Ну, еще можно сказать, что, наверное, вот распространению огня в том числе способствовало то, что когда с той квартиры эвакуировались, возможно, дверь тоже в подъездную, то есть квартиру оставили открытой, да, тоже огонь быстро ушел на второй этаж через подъезд. Ну, вот это тоже можно было бы отметить, да. Ну и все-таки очень важна эта работа с детьми. То есть это мы не первый раз с этим сталкиваемся, когда дети как раз такого возраста, да, 4-5 лет, они вроде уже что-то понимают, что-то разговаривают, но у них стандартно это спрятаться. От испуга. От испуга спрятаться куда-нибудь, зайти, там, под кровать залезть, в шкаф там, и так далее. Мы стараемся это доводить, в том числе вот сейчас еще раз хочу напомнить родителям, чтобы все-таки проговорили с детьми вот эти особенности, что в первую очередь самое главное эвакуироваться на улицу и подальше отойти от места пожара. У нас также встречаются пожары, когда в многоквартирных домах, когда здесь вот ладно 2 этажа, да, бывает и больше, там 9-этажки, 12-этажки, ну вот и в Уфе и больше этажей бывает. То же самое, тут надо эвакуироваться, соответственно, на улицу. Но в многоквартирном доме, когда много этажей, в некоторых случаях лучше остаться в квартире. То есть бывает, что люди, наоборот, начинают эвакуироваться уже когда достаточно хорошо разгорелось, и бывает вся личная клетка в дыму. В некоторых случаях нужно остаться в квартире. Ну, то есть если вы открыли дверь, а там все в дыму, не нужно рисковать, лучше закрыть квартиру плотно, но на замок не закрывать, то есть потому что пожарные будут искать в квартирах, могут, то есть если открыто, могут вас спасти, то есть обложить дверь влажными тряпками и подойти к окну и сигнализировать, что вы там находитесь. То есть иногда так безопасно, то есть здесь нужно понимать, что, еще раз отмечу, да, что пару вдохов, они могут быть критически, и человек теряет сознание. Мы с вами говорим о том, что за минувшие выходные 6 человек погибли при пожарах, вот 2 человека, получается, в Калтасинском районе, где еще случились трагедии, вот их основные причины. У нас еще по одному человеку погибло это в Ургазинском районе, в Уфимском районе, в городе Уфе и в городе Салават. Ну, здесь мог бы отметить, что в одном из случаев это произошел взрыв газа, это в жилом доме в Ургазинском районе, там тоже обстоятельства мы разбираем, там, скорее всего, неисправность газового оборудования. Вот в Уфимском районе там пожар произошел такой, что даже пожарные подразделения приехали уже на потухший пожар. То есть фактически он был затух. Там двухквартирный жилой дом, и соседка обнаружила задымление в соседней квартире, ну, обычный на 2 хозяев дом, да, на 2 участках. И зашла туда, а там горел просто диван, ну и женщина, которая там находилась, уже задохнулась фактически от опять продуктов горения. То есть это банальная история у нас, это курение в постели. Таких пожаров у нас очень много, не только на этой неделе, а вообще в целом это как такая, можно сказать, традиционный случай по гибели от пожара, когда
курение в постели, еще и состояние алкогольного опьянения. Ну, вот еще погиб у нас мужчина в городе Салават. Там пока с обстоятельствами еще нам предстоит разобраться полностью и до конца. Ну и пожар в городе Уфе там связан с отоплением, с печным отоплением. Про это тоже обязательно нужно сказать. Сейчас у нас наступают холода. Впереди у нас еще и новогодние праздники. То есть здесь я бы порекомендовал жителям все-таки аккуратно обращаться с обогревательными приборами, не только с печным отоплением, но и с обогревателями обычными электрическими. То есть у нас основная причина пожаров – это неосторожное обращение с огнем, о чем я сейчас сказал. Да? На втором месте это у нас электрооборудование, вот в частности, да, как мы уже отметили, это в Калтасинском районе, да, вот в этой трагическом этом пожаре. Там одна из основных версий, она связана с электрооборудованием. Ну, экспертам еще предстоит это выяснить. Вот. Это на втором месте у нас электрооборудование. А на третьем месте это связано с печным отоплением. И вот у нас зима не такая долгая, да, вот как раз основная часть этих пожаров от печного отопления, она как раз происходит вот сейчас в холодное время года. То есть давайте определенные рекомендации дадим о том, что нужно сделать для того, чтобы избежать пожара. Ну, в первую очередь нужно помнить, что курение в состоянии алкогольного опьянения – это прямой путь к трагедии. Здесь нужно об этом знать, помнить и не допускать курения все-таки там дома, на постели, на кровати, потому что это, как я уже сказал, приводит к трагедии из-за того, что постель, мягкая мебель, она очень легко загорается от тлеющих табачных изделий, от сигарет. Нужно об этом помнить. Ну, еще нужно следить за электрооборудованием, не подключать в одну розетку много приборов, следить, чтобы розетки были исправные, чтобы не было видимых повреждений, ну и следить, чтобы автоматы защиты были в исправном состоянии, которые могут вовремя все-таки отключить и спасти электрическую сеть от пожаров. Но по печному отоплению нужно посмотреть, чтобы печь была исправна, чтобы был предтопочный лист, была разделка, это где труба выходит через перекрытие, это основное место, где начинается пожар. Там должна быть разделка, то есть из негорючих материалов вокруг трубы, чтобы не передалось тепло. Вот. Ну и, соответственно, не перетапливать печь. Вот рекомендации это самые простые. Это чтобы, мы с вами сказали, чтобы не допустить пожар. Но также очень важно нам это правильные действия на пожаре. Как вот я еще раз на примере вот этого Калтасинского пожара, да, сказал, что почувствовали запах, есть особенно дети, детей нужно обязательно взять, проговорить с ними, что все, выходим, игрушки, вещи, все забываем, главное нам выйти. Потому что в этом году, вот, например, один из случаев у нас был в Дуванском районе, где погиб ребенок. Там ребенок вернулся за кошкой. Из-за этого погиб. Ну, да, как бы, может быть, спасти кошку – это хороший подвиг, но в некоторых случаях, да, нужно понимать, что это может быть ценой собственной жизни. Поэтому лучше все-таки эвакуироваться сразу с места пожара. Петр Иванович, спасибо огромное, что пришли сегодня в студию, рассказали о том, как нужно вести себя при пожаре и что нужно сделать, какие профилактические лучшие меры предпринять для того, чтобы избежать несчастья. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.